Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. 4 марта – День памяти Владислава Арденба. Первого президента Республики Абхазия не стало ровно 15 лет назад. Выдающийся государственный и политический деятель, основатель современного абхазского государства, ученый-востоковед ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. За исключительные заслуги перед республикой, коренным образом повлиявшие на судьбу народа и государства, за успешное проведение военных операций в масштабе всех вооруженных сил, в результате которых была одержана победа в Отечественной войне народа Абхазии, а также за мужество и героизм, проявленные при защите Отечества, Владислав Арденба был удостоен ордена Агдябша первой степени и звания Героя Абхазии. Главное свойство политического лидера – поднять дух народа, и он обладал этим даром, отметил в 2003 году классик мировой литературы Фазиль Искандер, говоря о первом президенте Абхазии Владиславе Арденба. Избрание его президентом Абхазии я думаю, Абхазии очень повезло. У Владислава Арденба он пришел в политику, в сущности говоря, будучи далеким от политики человеком, будучи научным работником, тем более погруженным в историю, но в нем оказался незаурядный дар политика. Эта незаурядность, кстати говоря, в наше время редкая, и в этом драма нашего времени, даже говоря о всемирной политике. Я так считаю, что с этого я начинал, что главное свойство политического руководителя – это умение поднять дух народа. Нашему президенту это удалось, поскольку он обладал этим даром, и в этой совершенно неравной, тяжелой борьбе Абхазия победила. А будущим политикам я бы предложил в этом смысле брать с него пример. Исполняющий обязанности президента Бадр Агунба возложил цветы к памятнику первого президента Владислава Арденба в родовом селе Нижняя Шера. Память Арденба почтили члены правительства, депутаты парламента, представители общественности, школьники. Марьяна Котова расскажет подробнее. Ровно 15 лет назад в этот день лил проливной дождь. Как будто сама природа оплакивала память первого президента Абхазии Владислава Арденба. Быть похороненным в своем родовом селе Нижняя Шера он завещал еще при жизни. Отсюда открывается вид на линию фронта. На то место, где проходила граница между прошлым и будущим Абхазии. Будущим, которое он отвоевал для нас. Независимо от погоды и дня недели, 4 марта вся страна съезжается в Нижнюю Шеру. К мемориалу Владислава Арденба. Одними из первых пришли ученики Шерской школы. Для них личность первого президента – особая фигура. Как рассказали дети, на уроках учителя им часто ставят в пример великого односельчанина. Владислав Григорьевич Арденба является примером
для старшего поколения, примером для младшего поколения, для нас и для следующих поколений всех. Мы должны на него равняться. По истории у нас сейчас очень важные темы. Мы очень часто затрагиваем Грузино-Абхазскую войну, затрагиваем личность Григорьевича. Те, кто знал Владислава Григорьевича лично, с кем начинали свой путь в политике, строительстве государства, говорят о том, что амбиций стать лидером нации у Ардзинба никогда не было. Но тут история выбрала личность. Со времен, когда он был директором Абхазского института, а я был ученым секретарем института. И есть такая известная история о том, когда меня избрали в Айтгалор, я уходил, как у нас перепалка такая получилась по этому вопросу, когда я ему сказал, что ну вот если тебя народ позовет, ты тоже оставишь науку и пойдешь в политику. Он мне говорит, чтобы я бросил ради политики науку, никогда этого не будет. А потом вот стал таким лидером. Во-первых, характер был такой бойцовский. И все-таки очень важно, когда у человека есть такое образование академическое, такое основательное. И вот этот характер вместе с таким природным умом и образованием, конечно, помогали решать очень сложные вопросы, которые в то время возникали. Сергей Шамбов вспоминает, какие непростые решения приходилось принимать Владиславу Ардзинба, и порой единолично. Осознавая, на какой компромисс он идет или наоборот, чем рискует, действуя категорично. В то время, когда был процесс распада Советского Союза, когда нужно было правильный вектор выбрать, правильную тактику и стратегию выстроить, конечно, нужен был умный, опытный, преданный своему народу человек, в некоторых случаях бескомпромиссный, в некоторых случаях умеющий находить какие-то решения компромиссные. И таким оказался тогда Владислав Григорьевич. Мы и сейчас живем в непростое время, когда такая происходит ситуация, переустройство мировой системы. В общем, нужно быть осторожным. Поэтому любые непродуманные шаги могут привести к большим непоправимым потерям и последствиям. Тонкий лед международной политики и внутренней ситуации в стране, по которому все время двигался Владислав Ардзинба, ведя за собой многонациональный народ, ему удавалось преодолевать благодаря интуиции, вере и знанию, что правда на стороне Абхазии. В этом уверены те, кто имел возможность работать с ним и в военное, и в мирное время. Задавали вопрос, на что он надеется, на кого он надеется. Но вот именно вот эта его вера, она вселяла в нас тоже веру в победу. И интуитивно, не на логическом, а на другом, более глубоком уровне он был уверен в победе. Он был уверен, потому что правда была на нашей стороне. То, как Абхазия смогла завоевать свободу и отстоять независимость – исторический феномен, который уже изучают в других странах. Многие, наверное, не знают, но был такой период, когда представители Японии приезжали, изучали наш опыт, как мы могли достичь вот такой ситуации свободы и независимости. В Абхазии сложно найти человека, который осмелился бы отрицать тот факт, что благодаря личности первого президента у жителей страны есть возможность в принципе избирать президентов. Шестой избранный президент Абхазии Бадра Гунба также отметил, что государство Абхазия – самое ценное наследие Владислава Ардзинба. Черты характера, которыми отличался Владислав Григорьевич Ардзинба, это в первую очередь любовь к своей родине, любовь к своему народу, храбрость. Он был человеком, который думал на перспективу, думал обширно. И, конечно же, то, что он заложил, сегодня остается в виде нашего государства, независимого, современного государства, где мы можем развиваться, жить и растить своих детей. Героем Владислава Ардзинба сделала история. Он хотел быть ученым, хотел изучать прошлое, но пришлось творить будущее. И, вероятнее всего, знание древности помогло ему. Опираясь на ошибки и достижения предков, он сказал новое слово в политике и создал новое государство. Марьяна Котова, Срыква Гухава, Абаза ТВ. Накануне исполняющий обязанности президента Бадра Гунба подписал распоряжение о создании Государственной комиссии по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, который состоятся 14 мая.
Совпадение или судьба, но так уж случилось, что 4 марта, день смерти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, пришелся на день рождения второго президента Сергея Багапш. Сегодня ему исполнилось бы 76 лет. Руководитель с комсомольским и партийным опытом в 1992 году был назначен первым заместителем председателя правительства Абхазии. В период войны был командирован в Москву, занимался материально-техническим обеспечением обороноспособности Абхазии. В 2005 году избран президентом республики. При Сергее Багапше была восстановлена юрисдикция абхазского государства в верхней части Кадорского ущелья. Состоялось официальное признание Абхазии как суверенного и независимого государства России. Он скончался на 63-м году жизни 29 мая 2011 года. Похоронен на родовом кладбище в селе Джгярд Ачимчирского района, где покоятся его родители. Память второго президента Абхазии Сергея Багапша почтили 4 марта в селе Джгярда. Сюда пришли исполняющий обязанности президента Бадра Гунба, исполняющий обязанности вице-президента Беслан Беквав, исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства, депутаты парламента, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Бацеев, официальный представитель Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители политических и общественных организаций Республики Абхазия, школьники. Я зарахатсу бзиги, абстазаржу, птачки кванааз, я хабысу усынёз президентс, хавайлар дыртаван, хакатавка дыртаван, гублара, хавайлар амчернатон. Я хабыст алан за премьер-министр станаазги кыта кадрылсна. Чечухри чума ни чума ри чума жахинжра друд нин рукушти хонданыр балак бисрахан Сергей Васильевич يخي планы حدوغم وتري بنخ بني احطتها بس ناس وسيحون زوريك هاجلر وسر وزا في شركزر علفها بس زن يحيحون كتا ريونج دنا كتا قدرون سقد من ساري وزوم الناس كي هاجلر نرمون زجرا تشجع كرمز اللي ويك دافس زوم واق دارتون يا رقتخ فرحون هاجلر درزايوان يرجب زي دربون هاي يلشق وزرتشوب يا حمو بستازر ري ويسلاو غريغوريش درار خيط كلنا ري يايرا يجيت ري независимости حمو يا ريم شالو مرترم شالو يا حمو بري حزنوغر يا زارغاز لوجيكي يا حزنوغر ينقو حجرو واحد جد شميك حمد زم يا عم تامكو حق او يحبدنا تخوح انو بخوز تقلش اخوجيكو بدرا لوجي غري حاول قلص جوي تنشريت سنجي حتى لازم راجع حز حوايج لرزق بس قانا قسم بحاجة جاهزة رخت الرزق خادر وقال شو مش حاب وتشوف. Очень жаль, что с нами нету такого лидера нашей страны. Очень жаль, что мы потеряли сына своего народа. Хочется сказать, что государственников, людей, тех, которые за нашу страну, за наш народ переживал так, как он. Конечно, есть еще много у нас молодых, хороших, но именно вот государственную политику, которую он вел, который хотел объединить народ, который, в частности, ему удалось сделать очень многое. И неизгладимое впечатление становится особенно те события, когда Великая Россия признала нашу государственность. Мы все сторонники развития нашей страны, и вклад Сергея Васильевича, он останется на долгие-долгие года. 4 марта в Государственном музее боевой славы имени Ардзинба открыта фотовыставка «15 лет без Владислава», посвященная памяти первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба. Автор работ Владимир Попов. Элеонора Гилаян продолжит тему. В
В экспозиции представлена уникальная коллекция из 33 фотографий Ибрагима Чкадуа, которые были сделаны с 4 по 10 марта 2010 года при содействии благотворительного фонда первого президента. Часть фото сделаны Владимиром Поповым. На этих черно-белых снимках эмоции и лица потрясенной страны. Страны, потерявшей Владислава. «4 марта 2010 года хорошо помнит каждый житель Абхазии, достигший тогда хотя бы 7 лет. Для каждого ребенка, матери и особенно солдата есть свой Владислав. И каждый 15 лет назад прощался с кем-то очень личным. Я как сегодня помню этот день, 15 лет назад, когда мы хоронили такого человека. Человека, который всю свою жизнь посвятил для свободы и независимости нашей страны. Вы знаете, у абхазцев за любым столом есть первый тост, когда поднимают за Бога. И именно Бог нам дал человека, который в трудные минуты, в самые тяжелые минуты нашей жизни дал такого полководца, такого главнокомандующего, под чьим знаменами мы шли и добились этой победы, этой тяжелой победы. Человек, который выдержал натиска в политическом, военном, не только Грузии, но и других стран. Одолел это все, преодолел. В бесконечной веренице провожающих первого президента в последний путь 15 лет назад были самые разные люди, объединенные общим горем. Под его руководством абхазский народ добыл в тяжелом бою победу. И для всех, для вас и для нас в России Владислав Григорьевич и ассоциируется с этим словом, которое вы называете Аяра, мы называем победа. Я хотел бы еще отметить, что Владислав Григорьевич сумел объединить всех жителей Абхазии, всех граждан Абхазии. Без этого объединения невозможно было бы победа. Любовь к родине начинается с любви к родовому дому, считали испокон веков Абхазии. 4 марта объединяет двух президентов, которые знали истинную цену корням. Владислав Григорьевич, убрт рамацурат и кшарапом кон десахтыс и дискавоз. Салче грастаху, люди рабацурах старапа, ркетапа, яхизе хаз, жгард и шурик шазамас. А у людей я бигбарата, танак хано, учила и писать им дузад холод. Я бигбарата лаяла будет загир. Говоря о Владиславе Ардзинба, многие будто из дня сегодняшнего ищут и находят подтверждение его давним словам, чаяниям и достижениям. Оставаясь один на один с собой, всегда говорю, как мы сумели победить? Что нами двигало? Кто нам помог? Конечно, нам помог Всевышний и вера командира. В абхазской армии никогда ни один командир не имел успеха, который прятался за спиной своих бойцов. Владислав был гуще, Владислав везде, где угодно. Он даже порой появлялся там, где не каждый рядовой боец не рисковал прийти. Идея независимой Абхазии, если вы думаете, что двигало каждым бойцом, кто был на передовой, это большая ошибка. Но каждым бойцом двигала свобода, чтобы над нами никто не нависал, никто нам не указывал в этой жизни, как нам жить. А Владислав поле, исходя из его уровня знаний, патриотизма, он смотрел после военных периодов. И во время войны, когда все это закончилось, мы все посмотрели, чего он хочет от нас и от нашего народа. Мы все были немножко напряжены по одной простой причине. Не до конца понимали, чего же он хочет. На войне
всегда так. Командир планирует, и на выходе он видит, что он планирует. Владислав запланировал вместе с нашим народом независимую Абхазию. И мы его на выходе получили. Историк по образованию Владислав Ардзинба хорошо знал, как строятся и на чем держится государство, а главное – государственные идеи. Владислав Григорьевич, даже уходя, оставил некий путь, которым должны 4 марта день советизации Абхазии. Не потому, что мы там вот самое главное, но 4 марта – это день первой республики, независимости Абхазии. 4 марта – день рождения Сергея Васильевича Бадавшева, президента, которого мы любим практически. Мы двоих всего любим, Владислав Григорьевич и Сергей Васильевич. Больше президента, пока мы как-то не успели приглеться. Он ушел 4 марта, чтобы мы помнили, что 4 марта связано с историей Абхазии, когда мы были независимым государством. Ну, неважно, в рамках Советского Союза. Он сумел сделать так, чтобы 4 марта мы ушли от советизации Абхазии, а помнили о нем. Я около 50 лет назад познакомился с ним в экспедиции. Я был пацан, а он был уже взрослый ученый, хитолог. Он ездил к нам в экспедицию. Я вспоминаю все эти дни. И вообще никто никогда не мог подумать тогда, что наша жизнь так изменится, что я буду воевать, что он станет главнокомандующим. Но, честно, я вам могу сказать, что если бы его не было бы, ничего этого бы не было. Вся жизнь Владислава Ардзинба доказывает определяющую роль личности в ответственные и судьбоносные исторические периоды. Он беззаветно служил своему народу, любил его и оставался верен. И вот уже 15 лет, как бы то ни было, но народ отвечает ему взаимностью. Элеонора Гилаян, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ. Кроме того, в Музее боевой славы 4 марта был представлен документальный фильм режиссера Ибрагима Чкадо «Черный март», созданный специально к 15-й годовщине ухода Владислава Ардзинба. Я, конечно, должен помнить, но стараюсь не помнить этот день. Не помнить, потому что мне так кажется, может, это, что у таких людей, как Владислав, есть день рождения, но дня смерти не может быть. Дело, которое он начал, которому он посвятил свою жизнь, оно не заканчивается сегодняшним, завтрашним днями, а это будет продолжаться очень долго. Я как-то один из наших общих друзей сказал: ну оставьте вы в конце концов в покое, пусть он спокойно лежит в родной земле, а вы не даете спокойно пребывать на том свете, все время вспоминаете, все время что-то пишете, все время что-то делаете. Это меня очень, кстати, очень разозлило. Я ему говорю, что рано вы его хотите отправить туда, откуда нет возврата. А он не уходил туда. Он остался здесь, у него много дел. И мы будем его тревожить, мы будем говорить о нем, спрашивать у него, как дальше жить. Он когда-то же обещал, что уйдет только тогда, когда доведет белый корабль своей родины до счастливого берега, увидит этот берег, потом может спокойно уйти. Фильм Ибрагима Чкадо «Черный март» смотрите после выпуска новостей в 20:00.
4 марта в школах Абхазии вспоминают первых президентов страны – Владислава Арзенба и Сергея Багапш. В этот день проходят торжественные линейки, открытые уроки, посвященные жизненному пути и вкладу в развитие республики. В Сухумской средней школе номер 2 для учеников подготовили тематические классные часы. 4 марта мы всегда отмечали как день установления советской власти. Но через какие-то годы эта дата превратилась в день памяти первого президента Владислава Григорьевича Арзенба и день рождения Багапша Сергея Васильевича. Мы каждый год в этот день проводим классные часы, проводим линейку. Классный час педагоги готовят детей, они готовят не только доклады, но готовят красивые стихотворения, посвященные смерти и дню рождения наших президентов. И, конечно, обязательно наши дети уже отвечают на вопросы, что вот в этот день узнали они еще нового. Это, конечно, первые, вторые, третьи классы, в особенности начальная школа, где мы придаем большое внимание именно биографии наших президентов и достижениям их. На круче вершины, о, гордый Кавказ, стоял бесстрашный и храбрый Абхаз. Он свят и погиб, никого не предав. Это бесспорно наш Владислав. Он был из тех, кто за свои дела народами не будет опорочен. Абхазия свободу обрела, и в ней с Россией мир упрочен. Вечер памяти двух президентов Абхазии Владислава Арзенба и Сергея Багапш прошел 4 марта в первой школе города Гал. Смотрите репортаж наших коллег с телеканала Галмедиа. 4 марта – особая дата в истории Абхазии. В нашей стране отмечает День памяти двух президентов. В первой школе города Гал имени Азы Агума провели небольшое мероприятие, чтобы напомнить старшеклассникам и показать младшим, насколько важна эта дата в истории современной Абхазии. 4 марта 2010 года ушел из жизни основоположник современного абхазского государства, верховный главнокомандующий, под руководством которого была одержана победа в Отечественной войне народа Абхазии, первый президент Абхазии Владислав Григорьевич Арзенба. 4 марта 1949 года родился второй президент Абхазии Сергей Васильевич Багапш, внесший весомый вклад в международное признание независимости Абхазии и установление межгосударственных отношений с Российской Федерацией. Сергей Багапш ушел из жизни 29 мая 2011 года. Земля сгорит, сердца израненные забит, добром и светом над воздаст. От нас уходит Владислав, прощается с великим сыном, народ, чей дух истребим. Мы боль утраты переселим и веру в вечность сохраним. Пусть гордые псы едут старцы, скудовских песен мужики, теснее встаньте, вновь абхазцы, невзгодам новым вопреки. И пусть поют теперь осану те, что кричали «Уходи». Мы скажем слава Владиславу, и он как прежде впереди. Мы скажем слава полководцу, и встанут все ему подстать, и за священную свободу, готовы воины жизни отдать. Ребята рассказали биографию каждого президента. Случайностей в истории не бывает. Совпадение этих двух дат. Это были два преданных сына своего народа, рассказывает учительница истории Нана Кишмария. Действительно, случайностей в истории не бывает. Совпадение этих двух дат, я сказала бы, это не случайное совпадение. Они были два преданных сына своему народу. И обязательно, конечно, и молодому поколению, которое подрастает, обязательно надо знать о своих героях, обязательно надо нам им взрослым, но наше поколение, конечно, всех знает. Владислав Григорьевич Арзенба, о нем столько можно говорить. Это был действительно преданный человек своему народу, патриот. Он сделал все для того, чтобы абхазский народ, который века
руками боролся за свою независимость, он смог добиться этой независимости. Это его заслуга. Он был преданным сыном своего народа. Я сама лично знала Сергея Васильевича Багапш. Мне выпала такая честь. Я работала в Ачамчирском районе, когда он был руководителем Ачамчирского района, секретарем райкома партии. И уже когда он стал президентом, он прославил свою страну как выдающийся политик. У Перикла есть такие слова, что я 15 лет держал Афины без войны и ни на кого не надел траур. Вот эти слова смело можно сказать в отношении Сергея Васильевича Багапш, потому что в 2008 году была угроза возобновления войны в Кадорском ущелье, и Сергей Васильевич сберег свой народ от погибели. Владислав Ардзинба и Сергей Багапш навсегда останутся в памяти народа Абхазии как лидеры нации и истинные патриоты. Тея Басария, Борис Цацуа, Александр Хуторов, Гал Медиа. Весь эфир 4 марта посвящен первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба. С 9 утра на канале Абаза ТВ архивные записи, документальные фильмы, телеочерки, интервью о Владиславе Ардзинба. Кроме того, мы показали передачу, посвященную второму президенту Абхазии Сергею Багапш. Наш телеканал благодарен телезрителям, которые в течение дня дают обратную связь, реагируют на содержание эфира, звонят в редакцию Абаза ТВ. В нашем вечернем эфире смотрите премьеру проекта «Вечер памяти Владислава Ардзинба», реализованного в рамках работы Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. В нем приняли участие соратники Владислава Ардзинба, Сократ Джинджоли, Вячеслав Чирикба, Астамур Таня, ведущий проекта журналист Руслан Хашик. Добрый вечер. Мне вообще очень комфортно, когда я работаю в роли журналиста, беру интервью. Сейчас, честно признаюсь, волнительно. Тем более все, что связано с Владиславом Григорьевичем, с первым президентом. Не все так просто вот так собраться и рассказывать о нем. Но с правой стороны Сократ Джинджоли, его не надо представлять, вы все его прекрасно знаете. Я, особенно в период войны, в самом начале, мы находились в одном здании в Гудоводском райкоме партии. Я свои репортажи относил к Сократу Ратичу, чтобы он посмотрел, подкорректировал. И по сей день, когда пишу какие-то серьезные документы, заявления от имени Союза журналистов, могу поделиться. Отсылаю, прошу, чтобы Сократ Ратичевич посмотрел. И вообще это счастье, что вот в такое сложное время были люди, кому можно было подбежать, спросить, посоветоваться. Это великое абхазское извращение, и вообще на всех языках мира это есть царь Абхазрадзам, и это всегда помогало. Вячеслав Андреевич Чирикба, вы, я думаю, также хорошо знаете. А я сегодня, как бы, думая о нашей встрече и планируя, как это все провести, я обнаружил, что из всех нас, участников, первый, кто был знаком с Владиславом Григорьевичем, это был Слава. Они даже родственники. Потом он об этом скажет. Да. Ну и наш Астамур Георгиевич, я обычно его называю Астик, это тоже уникальный товарищ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги президентских выборов в Абхазии. Перед новым руководством Абхазии стоят масштабные задачи по эффективному обеспечению всестороннего подъема республики. Важную роль в этом процессе призвана сыграть реализация комплекса соответствующих российско-абхазских договоренностей. Москва продолжит оказывать многоплановое содействие Сухуму в сфере национальной безопасности, решения актуальных социально-экономических вопросов и расширения международных связей, отмечает Мария Захарова. Указом исполняющего обязанности президента Республики Абхазия Бадры Гунба отменено распоряжение исполняющего обязанности премьер-министра об особенностях осуществления санкционирования расходов средств бюджетной системы Республики Абхазия. Распоряжение касалось ограничения расходов на ремонтно-восстановительные работы, благоустройство, приобретение основных средств, осуществление выплат по внешним обязательствам, обязательствам государства по принятым решениям судов Республики Абхазия и других. Россия окажет дополнительную помощь Абхазии по увеличению объемов перетока электроэнергии в республику. Об этом сообщил на совещании в Кабмине исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Джансух Нанба. Он отметил, что ситуация в энергоотрасли остается сложной, в том числе из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище. Основная цель, по его словам, недопущение веерных отключений электричества. Ситуация в отрасли энергоснабжения остается также сложной. Установившаяся низкая температура, она не способствует увеличению притока. Соответственно, мы наблюдаем минимальный уровень воды в Джварском водохранилище. Для нас это является серьезной проблемой. В этой связи вчера буквально возникла угроза того, что нам придется прибегнуть к очередному веерному отключению, о чем вам оперативно было доложено. И благодаря вашим переговорам с руководством Российской Федерации мы уже вчера получили от своих российских коллег информацию, что ситуация еще раз будет рассмотрена и необходимая дополнительная помощь в части увеличения объемов перетока будет предоставлена. В этой связи сегодня уже были проведены трехсторонние переговоры, в рамках которых мы определили тот путь, по которому пойдем сейчас, основной целью которой является недопущение веерного отключения. То есть сегодня мы можем говорить о том, что предпринятые шаги и меры позволят нам также идти в том же режиме без веерных отключений. Спасибо. Нам необходимо продолжить работу, связанную с борьбой с незаконной добычей криптовалюты. Обязательно будут определены ответственные лица, новые, которые должны продолжить эту работу. Нам необходимо будет подготовить анализ вообще ситуации в отрасли и исходить уже из того, что надо системно начинать решать проблемы, связанные с электроэнергетикой. Въезд в Россию гражданам Российской Федерации, имеющим двойное гражданство, на автомобилях без водительских удостоверений, выданных органами ГИБДД МВД России, с 1 апреля может быть ограничен. Иностранные национальные и международные водительские права лиц, получивших ВНЖ или гражданство России до 1 апреля 2024 года, будут недействительными на территории России. Парламентские вести. Состоялось заседание Комитета Народного собрания по экономической политике, реформам и информационным технологиям, которое провел его председатель Реза Зантария. Был рассмотрен проект закона о развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия, разработанный в целях восполнения законодательного пробела регулирования развития малого и среднего предпринимательства. Рассмотрев данный законопроект, члены комитета приняли решение вынести его на заседание сессии парламента для принятия в первом чтении. В рамках повестки дня заседания депутаты рассмотрели проект закона о закупах, который, по мнению автора, объемно регламентирует процедуры и правила проведения государственных закупок. Членами комитета было принято решение вынести данный законопроект на заседание сессии для принятия его в первом чтении.
В ходе работы комитетом также был обсужден законопроект о государственно-частном партнерстве, направленный на привлечение инвестиций в экономику Республики Абхазия. По итогам обсуждения было принято решение вынести данный законопроект на заседание сессии Народного собрания для принятия его в первом чтении. 80 студентов Абхазского государственного университета посетили Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, сообщает отдел информации и медиакоммуникации АГУ. В рамках сотрудничества двух вузов была запланирована обширная программа в формате ознакомительной сессии «Экономика в сфере государственного управления. Молодежный трек». 2 дня представители АГУ принимали участие в интерактивах, лекциях, презентации флагманских молодежных проектов и программ президентской академии. Был очень рад лично пообщаться с ребятами. Обсудили возможности поступления в аспирантуру президентской академии, молодежное сотрудничество в сфере науки и спорта. Надеюсь, что общение студентов АГУ и президентской академии будет продолжено, отметил ректор РАН ХИКС Алексей Комиссаров. Ранее, 12 февраля, между Абхазским государственным университетом и РАН ХИКС было подписано соглашение о сотрудничестве. Артисты абхазской и российской эстрады выступят на концерте, посвященном Международному женскому дню «Вам, любимый» 7 марта в Сухуме. Концерт проводится по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Администрация Сухума окажет содействие организаторам. Абхазию ждет 3 выходных дня. 8 марта в этом году выпадает на субботу, поэтому понедельник, 10 марта, согласно производственному календарю, объявлен нерабочим днем. Внимания воды не будет в связи с проведением ремонтных работ. В среду, 5 марта, с 0 до 22:00 будет прекращена подача воды в районах города Сухум. Новый район, Старый поселок, улица Эшба, вокзал, Нагорный, центральной части города, рынок, Маяк. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду, 5 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление высокое, ветер слабо умеренный, температура воздуха ночью плюс 1,4, днем плюс 2,7. Температура морской воды плюс 9. Волнение морской воды слабо умеренное, относительная влажность воздуха 50-70%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.